урок! Здравствуйте, ребята! Меня зовут Асель Кубатовна. Я рада приветствовать вас на уроке математики. Посмотрите все на меня. Сегодня экскурсоводом работаю я. Не теряя ни минутки, приглашаю вас я в путь. Взять все знания в дорогу и улыбку не забудь. Пусть такое же хорошее настроение у вас будет в течение всего урока. Сегодня мы с вами отправляемся в волшебный лес, во владение доброй феи. А помогать нам будет во время путешествия сова «Умная голова». Чтобы войти в волшебный лес, мы должны выполнить задание совы. На слайде числа 68, 48, 97, 68, 48, 97, 33, 10, 24, 5, 46. Назови числа в порядке возрастания. 5, 10, 24, 33, 46, 48, 68, 97. Какое число лишнее? 5. Какое число является предыдущим для числа 25? 24. Какое число является последующим для числа 67? 68. В каком числе количество десятков и единиц одинаковое? 33. Какое число больше 90 на 7? 97. В каком числе количество единиц отсутствует? 10. В каком числе сумма цифр равна 12? 48. Открываем тетради в лесной школе. Записываем число «Классная работа». Перед вами поляна-повторяйка. Вспомним написание цифры 2. Пропишем в воздухе. Вспомним написание цифры 7. Пропишите в воздухе. Запишите в тетради следующие числа. Следующие 5 чисел, используя данные цифры в порядке возрастания. Соблюдайте правила написания. Подчеркните карандашом самое понравившееся число в своей тетради. Следующая поляна на нашем пути – узнавайка. Как называются числа при сложении? Вспомните, как называются компоненты и результат сложения. Слагаемая, сумма. Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо от суммы отнять известное слагаемое. Вспомните, как называются компоненты и результат вычитания. Уменьшаемая, вычитаемая, разность. Скажите, какая связь существует между компонентами и результатом сложения? Если из значения суммы вычесть одно из слагаемых, то получится второе. Чтобы найти неизвестное вычитаемое, надо от уменьшаемого отнять разность. Вспомните, как называются компоненты и результат умножения. Множитель, значение произведения. Сегодня мы вспомним, какая связь существует между ними. Какой пример на умножение можно записать по данному рисунку? 3 умножить на 5 равно 15. И 5 умножить на 3 равно 15. Рассмотрим оба случая. Как называются числа в данной записи? 5 и 3 – множители. 15 – значение произведения. А сейчас
Ответьте на такой вопрос. Сколько мячиков на рисунке? 15. Сколько мячиков в одной строке? 5. А сколько строк? 3. Как узнали? 15 разделили на 5. Получили 3. Скажите, сколько мячиков в одном столбике? 3. Сколько столбиков? 5. Как узнали? 15 разделить на 3 равно 5. Посмотрите на наши записи. Что вы видите? Когда мы 15 делили на первое число 5, то получали второе число 3. И наоборот. Прочитайте примеры с названием компонентов умножения. Первый множитель 3, второй множитель 5. Произведение 15. Если произведение 15 разделили на первый множитель 3, то получили второй множитель 5. А если произведение 15 разделили на второй множитель 5, то получили первый множитель 3. Рассмотрите внимательно выражение. Что заметили? Как связано между собой равенство? Какой вывод мы сможем сделать? Вывод. Если значение произведения разделить на первый множитель, получится второй множитель. Если значение произведения разделить на второй множитель, получится первый множитель. Перед вами карточка-помогайка. Произведение разделить на первый множитель равно второй множитель. И произведение разделить на второй множитель получится первый множитель. Следующая поляна – поляна-закрепляйка. Сегодня на уроке мы познакомимся со связью между компонентами и результатом умножения. Будем развивать вычислительные навыки, продолжать формировать умение решать задачи умножением, развивать внимание, наблюдательность, мыслительные операции сравнения, наблюдение. И тема нашего урока – связь между компонентами и результатом умножения. Составьте выражение по образцу. Проверьте себя. Найдите значение выражений, не вычисляя. Молодцы. Перед вами игра «Считалка». А теперь поиграем. Участвуют две группы. Первая группа – девочки, вторая группа – мальчики. Девочки составляют пример на табличное умножение. Мы уже хорошо знаем умножение на 2 и на 3. Мальчики составляют таблицу деления на 2 и 3. Проверьте себя. Молодцы, ребята. У доброй феи возникли проблемы. Поможем, ребята? Она предлагает нам работать с некоторыми числами. По какому признаку можно разбить данные числа? Двузначные, однозначные и круглые. А еще по какому признаку можно разбить данные числа? Есть еще один способ. Мы столкнулись с затруднением. Чтобы выйти из затруднения и найти другой способ разбиения чисел, предлагаю вам выполнить практическую работу. Перед вами кружочки. Сосчитайте, сколько их. 6 и 5. Разложите парами. Что значит разложить парами? Вы смогли выполнить задание? Разделите кружочки между собой. Как это будете делать? Правильно, поровну. Что значит разделить поровну? Это значит разделить пополам. Как это пополам? На две части. Какой вывод можно сделать? Делится число 6 на 2
а число 5 нет. Значит, число 6 делится на 2, а число 5 не делится на 2. Значит, в математике есть числа, которые делятся на 2, и числа, которые не делятся. Кто знает, как называются такие числа? Четные и нечетные. Правильно, ребята. Давайте, пользуясь полученными знаниями, попробуем разделить предыдущий ряд чисел на четные и нечетные. 20, 16, 2 четные, 17, 19, 13 нечетные. Какие новые понятия мы узнали на уроке? Что есть четные и нечетные числа. Так какие же числа называются четными? Четное число – это целое число, которое делится на 2. Например, 2, 4, 6 и так далее. А нечетными? Нечетное число – целое число, которое не делится на 2. Например, 1, 3, 5 и так далее. Обведите все нечетные числа. 7, 9, 5, 1, 3. Обведите все четные числа. 4, 8, 2, 10. Сова «Умная голова» предлагает вам решить задачу и поскорее познакомиться с доброй феей. Поляна Задачкина. 3 бельчонка маму-белку ждали около дупла. Им на завтрак мама-белка 9 шишек принесла. Разделила на 3, сколько в каждом из них? Правильно, по 3 шишки каждому. Давайте решим задачи. Ответьте на вопрос, какие задачи называются обратными. В обратной задаче неизвестное становится известным, а известное – неизвестным. Составьте задачу, которая решается умножением. В 4 гнездах по 2 птенца. Сколько всего птенцов? Сделайте схематический рисунок и решите задачу. 2 умножить на 4 равно 8. Ответ – всего 8 птенцов. Составьте задачу, в которой нужно узнать, сколько было птенцов в каждом гнезде. В 4 гнездах вывелись 8 птенцов, причем в каждом гнезде птенцов было поровну. Сколько птенцов было в каждом гнезде? 8 разделить на 4 равно 2. Ответ: в каждом гнезде было по 2 птенца. Оцените свою работу. Красный, если вам сложно решать такие задачи. Зеленый, если вам было легко решить задачу, и вы можете объяснить соседу. Желтый, если вы решили, но не можете объяснить соседу. И вот, перед вами лесная фея. Она решила проверить, как вы усвоили таблицу умножения и деления с числом 3. За 1 минуту вы должны решить как можно больше примеров. Проверьте себя. Давайте подведем итоги. Закончите фразы. Самым интересным на уроке было: мне было трудно. Теперь я знаю. Мне понравилось. Перед вами светофор. Оцените свою работу на уроке. Зеленый цвет, если на уроке вам было все понятно, и вы сможете объяснить другому. Желтый, если вы все поняли, но объяснить другому затрудняетесь. Красный, если поняли, но нужна помощь. Молодцы, ребята! Спасибо за урок!